Арслан Минвалиев, редакция проекта «Миллиард татар». Сидиков Айрат Габитович, директор Института археологии Академии наук, директор, декан Высшей школы всемирного культурного наследия Казанского федерального университета. А Ханбалык рядом? Да, Ханбалык, они все вот в этой долине, в долине Архон? долина Архона, вот там вот эта вот горная цепь, и там вот и Каракарум там, они все в одном месте. Это место было какое-то сакральное, и вот степная Евразия, они столичные вот эти, выбор места, у них ведь первая столица в другом месте была монголов, да, она была в долине реки Анун, там а когда она становится империей, они переносят ее в долину Архона, то есть это где-то километров, наверное, с 1000, может быть, даже 1500. Ну, то есть это как царская долина, долина да, у египтян, да? Да. Там же вот этот погребальный комплекс Культигина, он там же находится, именно в этой долине. То есть это на них носило какой-то сакральный характер. Вот, А давно работаете в Монголии? Как туда татар занесло? 3-й год. У нас именно сотрудничество с Академией наук, с Институтом археологии Монголии. Вот. И у нас была постановка вопроса, связанный с проблематикой средневековой городская культура. Вот. Вопрос, связанный с возможностями понимания, оценки вот, устойчивости и рассмотрения степной традиции не в контексте кочевания, а в контексте городской культуры. И, соответственно, у нас, как сказать, вот эта столичная долина, где она находится? В Монголии. Вот надо этими городами и заниматься. Соответственно, у нас с монголами вот эта городская тематика возникла, и мы как бы на нее ориентированы. Она у нас и с казахами, но с казахами у нас совместной экспедиции нет, у нас есть совместные программы, то есть совместные. Есть и с киргизами. Именно городская культура в степной Евразии, как его структура. Потому что европейская культура столкнулась с ними, когда городская культура уже уходила и не переживал тот подъем, который она имела в более ранние периоды. И мы оценку всегда воспринимаем как кочевой мир, а на самом деле имеется очень мощный структурирующий элемент вот этой степной Евразии, это городская культура. И понять ее, истоки, причины, общие моменты требуют сопоставительного, сравнительного материала. Вот в этом контексте и исследовательская работа. Как же вот этот советский штамп, что кочевые паразитические государства? Ну вот да, штамп, потому что поражает вот именно то, что вот когда начинаешь хазарский каганат исследовать, да, поражает масштаб поселенческой структуры. Это сотни поселений. Когда говорят, хазарский каганат был паразитическим государством, а там сотни поселений с высокоразвитым ремеслом, собственной чеканкой монеты. А что это было тогда? Ну вот это как раз своеобразие степной цивилизации. То есть она в пик своего, то есть там есть культура такая ремесленная, городская, то есть есть у нее основы в моментах, вот, и они имеют устойчивый характер, и она именно характер носит цивилизации, то есть она независима от ситуации, то есть может переходить в определенный упадок, вызванный разными обстоятельствами, но у социума есть какая-то внутренняя структура, элементы социальные, которые ее возрождают независимо от времени или эпохи. То есть городская культура, она является частью для степной Евразии. Вы сказали социум, ну, то есть объясните, что такое социум, да, то есть как вот в этом контексте и вот этот механизм воспроизведения, где мы можем увидеть это? Общество в любом случае имеет определенный ментальность, культурный код, который закладывается в его структурировании и хозяйственной деятельности. Мы его можем наблюдать как в древних цивилизациях, как, например, римская, да, то есть цивилизационная. То есть она оказывает огромное влияние на территории, и по мере даже ее изменения, ее территориальных моментов, она на тех территориях, где она присутствует, она воссоздается. То есть кодекс Наполеона и римское право, они созвучны вообще. То есть вот этот элемент, когда цивилизационный характер, он носит характер воспроизводства, воссоздания. При этом есть еще элемент рецепции, когда элементы высокой культуры воспринимаются чужими культурами и становятся частью их традиций. И вот в этом плане в степной Евразии имеется один из ее ярких таких элементов, может быть, плохо исследованных, не совсем хорошо представленных и в науке, и в литературе, и в исследованиях. Это городская культура степной Евразии.
Вот. И эта тема, она тоже показывает, что и в историографии, к сожалению, вот присутствует имя о неких городах-пустоцветах, то есть они возникли на подневольном труде, а результаты исследований показывают, что предшествующая традиция уже имела на этих местах городскую культуру, которая привязана не подневолю, а к тому, что на этой территории городская культура, она сложилась исторически и является частью предшествующей традиции, не возникнув из тот только период, когда эти города появляются. И мы эту ситуацию наблюдаем практически везде в Степной Евразии, вот и на территории Саяна-Алтай, и на территории Монголии, и в Центральной Азии, и в лесостепных зонах Сибири, Восточной Европы. Мы видим везде наличие и присутствие этой городской культуры. Хотя, конечно, может, она в литературе не так хорошо на сегодняшний день представлена, но вот исследования последних десятилетий, это еще 80-е, 90-е годы работы ведутся, вот сейчас идет тоже процесс накопления материала, они показывают, что этот элемент требует своего переосмысления и понимания. И поэтому вот исследовательские работы, которые проводились в Среднем Поволжье на городах Волжской Болгарии, Золотой Орды последующие, они показывают, что имеются общие истоки традиции, имеются характер воспроизведения традиций городской культуры, которая формировалась на этой территории. То есть мы видим элементы аральских элементов в городской культуре Волжской Болгарии, мы это видим и в период Золотой Орды, и мы наблюдаем общие близкие отдельные элементы, которые можно наблюдать и в Сибири. То есть вот эта структура городской культуры, ее особенности, она накладывает на существование неких традиций. И в последующем она воспроизводилась. Мы это можем видеть и в культуре татар, условно говоря, в некоторых моментах, особенно 17-18 века, условно говоря, сельских, в них очень много элементов той городской традиции, городской культуры, которая, может быть, претерпела именно в своей концентрации, именно связанной с численностью проживаемого населения, но в них очень много элементов, которые привязываются к этому времени. И, конечно, присутствие татарского населения в крупных городах Поволжья тоже показатель. То есть данный опыт социальной жизни, опыт социальной организации для тюркского мира Поволжья, для татар, он был традиционным, и они легко вписывались в эти формы, в эту среду. Это не чуждая для них культурная и социальная организация, поэтому городская культура, она имеет многовековую историю и проявляется и в традиционной культуре татар. Смотрите, вы говорите, городская культура, то есть кочевники и горожане, они как бы жили в симбиозе, да? Да, Оседлое население, да? Да. И вы говорите, что как бы есть какие-то истоки этой культуры на территории России, там Поволжья, да? Да. Можно, то есть о какой-то там, о новой цивилизации, да, говорите? Откуда, как началось? Это там, я не знаю, с неандертальцев, эта структура? Вопрос здесь не новой цивилизации. Вопрос в том, что элемент городской культуры, он так или иначе привязан к взаимодействию с различными другими населением, с традицией поселенческой, которая возникала здесь. Безусловно, в этом пространстве возникало взаимодействие и с постэллинистическим временем связанным. То есть древние греки? Приоралии и центральноазиатские города, они несут очень большой пласт. Есть и городская культура складывалась, которая на Алтае, в территории, связанная с близко к Китаю, там очень сильное влияние китайских отдельных, но при этом степной коридор приводил к тому, что в культурной традиции происходило и смешение. При этом есть элементы, которые воспринимались и включались в эту же орбиту под влиянием уже более поздние византийские моменты, это уже когда при Черноморье формируются. Мы эти тоже структурные элементы, отдельные
факторы, вот, которые отображаются, мы наблюдаем. То есть городская культура, это, она изначально как бы рассматривается как космополитичная, но при этом она в своей социальной структуре общества является ее, если она вошла, она является неотъемлемым элементом ее традиций и функционирования. Оно привязано, конечно, к особенностям этой территории, к своеобразию, но мы при этом наблюдаем и общие моменты, это форма расположения планировочной структуры, это мы наблюдаем в особенностях, связанных с фортификацией, мы наблюдаем это в элементах, отображающих материальную культуру, домостроительство, особенностями, связанными с хозяйственным укладом, который формируется. Поэтому она в зоне степной Евразии переживала становление, развитие и в себя вбирала другие традиции, связанные, опять же, с градостроительной культурой, так и строительными элементами, технологиями, потому что материал менялся, было дерево, был камень, была глина. В разных регионах имеется разное использование и материалов, но в целом мы наблюдаем очень близкие элементы, которые показывают на сложение вот, в обществе определенной социальной структуры, которая воспроизводила городскую культуру и существовала в ней. Ну, вы сказали, что то есть Алтай это там китайское влияние, то есть как бы Приоралье это Средняя Азия, там эллинистический мир, Да. Черноморье это Византия, и они как бы собираются в одной точке, да, и в результате рождается что-то новое. Здесь оно не просто смешение, при этом надо отметить, что на каждой территории доминирование той или иной традиции оно присутствовало, потому что просто так соединить и создать нечто единообразное оно не происходило. Возникало то есть в материальной культуре мы можем найти отличия, но само по себе наличие в социуме структур или организационных форм, которые генерируют городскую структуру, городскую среду и управление, и организация этого пространства, связанные с торговлей, с ремеслом, мы это наблюдаем. То есть могут изменяться отдельные ее конфигурации, но сама по себе структура социальная, она привязана к городской культуре. Это связано и с существованием образовательных разных структур, потому что здесь возникают духовные центры определенные. То есть город это и административное, и экономическое, и в этом плане и духовный центр, где происходит эта консолидация. И вот эти элементы, мы видим их воспроизводство, воссоздание в определенных территориях, независимо от времени. То есть во всех периодах мы видим присутствие данного элемента социальной структуры, выраженной в материальной культуре, в архитектуре, в определенных технологиях на обширной территории. А можно на примерах то есть объяснить? Здесь вот, если пример даже эпоха формирования тюркского каганата. В этот период мы наблюдаем формирование целой цепочки городищ на оборонном видище и крупных городов этого же времени. Или возьмем период Золотой Орды, аналогично. В этот период наиболее показательно, когда структурируются и возникают крупные поселения, крупные города там, размерами и по своим территориям они имеют протяженности несколько десятков километров, то есть это огромные мегаполисы, крупные города, и они формируются на всей этой территории. Мы это видим до этого, мы видим это в период их существования и видим в последующем, но в последующем происходит определенное снижение их количества, численности этих, но сама структура поселенческая в виде крупных городов и привязанность именно этого населения к подобным формам, она очень хорошо наблюдается. То есть, начиная с эпохи тюркских каганатов и до позднего Средневековья мы видим проявление подобных элементов от Восточной Сибири и до Причерноморья. Ну, это можно сказать, что это тюркская, то есть как бы с тюрками связана культура или все и там? Безусловно, оно связано с тюркской традицией и с тюркским населением, и в него вовлекались, и в этом процессе также участвовали и другие народы, но в сути в тюркский мир привязан к этой традиции, это является его неотъемлемым элементом. Хотя, я еще раз повторяюсь, в этом процессе участвовали и другие народы, которые были, это и угры, и монголы, которые были вовлечены в единое это культурное процесс. Но в целом же тюрки говорят, что это как бы не имеет единого происхождения, это все-таки там условная группа, объединенная языком, или все-таки нет?
Это сложно сказать. Есть отличия, есть территориальные, антропологические, языковые, но в любом случае то пространство, которое генерировалось вокруг Великой Степи, формировало эту общность, которая объединена, имеет много общих черт и в культуре, имеет общие черты в духовном мире, имеет общие черты и в социальной организации, в числе которых является и присутствие городской культуры. Вот, это один из элементов, это, я не говорю, что это исключительно, да, но это один из элементов культуры. То есть говорить то, что у степной Евразии не было городской культуры, факты говорят о другом. А условно там, когда Орда развалилась, там же, получается, Ногайс и Улус появился, там разные. А у ногайцев же, я так понимаю, это чисто кочевое было или все-таки? Да, ну в разные периоды, я еще раз говорю, города приобретают или особое место и быстро расширяются, или в какой-то момент их количество уменьшается, но они всегда присутствуют. Здесь связано с тем, что город как таковой, он очень привязан к стабильности и устойчивости развития и наличия в этой части элементов, связанных с государственной политикой. Когда происходят элементы дезинтеграции, конечно, вот, в Западной Европе, Римской империи, когда прекращает существование, мы видим с прекращения городской, сам Рим превращается в маленький населенный пункт. То есть город, он всегда, его период расцвета, он связан со стабильностью и устойчивостью социально-экономической. После, конечно, распада Золотой Орды мы видим подобные же процессы, но мы при этом наблюдаем сохранение и элементов городской культуры, устойчивости. Условно, Казанское ханство, там один крупный город остался, да? Ну нет, почему? Есть и мы наблюдаем, здесь есть и, из крупных, да, но при этом есть поселенческие центры, где мы отмечаем присутствие, это и Арск, который в любом случае имел острог, и вокруг него формировалось посадское население. Мы подобное наблюдаем в Елабуге, то есть этот элемент присутствия и населения. Конечно, они не были такими. Да. Вот. И здесь есть вопросы и Нижней Волги, Астрахань, которая Хаджи-Тархан сохраняется достаточно длительное время. Мы подобные элементы наблюдаем и в Крыму, то есть поселенческая структура. Там именно была устойчивая политическая система. Да, то есть Крым, он там реально, то есть мы видим архитектуру там. Да, мы видим элементы это и в Добруджи, то есть есть вопрос. Османская империя, да. Это государство, когда оно дает стабильность и получается развитие. А в степной зоне, когда происходит процесс дезинтеграции, мы наблюдаем тоже процесс, то есть о Западной Европе после распада Римской империи тоже можно было бы рассуждать как лесную зону с заброшенными небольшими поселениями. Когда после прекращения существования Монгольской империи, она переживает определенный период, когда хозяйственный уклад привязывается в большей степени к зоне, тем особенностям, и в степной зоне, конечно, превалирует кочевой способ производства. А вот по Волжье, да, то есть мы больше об этом регионе говорим, а тут как городская культура, откуда, то есть когда вот первое, понятно, что есть там Дербент, есть Кавказ, но в Поволжье там кто приносит эту традицию, когда она начинается? Принесение это относится к финалу Хазарского каганата, где-то к рубежу 9-10 века происходит мощная миграция болгарских групп, имеющих уже сложившуюся. Болгары здесь начинают проникать намного раньше, но вот... Имеется в виду на территории Татарстана туда По Среднему Поволжью в целом, это и Ульяновская, и Самарская, и Татарстан. В эту территорию она имеет более ранний период проникновения, безусловно, да. Но вот появление новых групп населения, которые относятся к началу X века, приводит к сложению здесь новой социальной структуры. Это население уже было структурировано в политическую систему, они имели опыт организации государственного управления, у них была практика именно городской культуры, и они сюда переселяются уже в этот период с сложившимися традициями ремесленного и городского. То есть это не кочевники приехали, финно-угров покорили, и мы вот... Процесс был не одномоментный. Он длился период всего существования Хазарского каганата, с 8 века этот процесс начинается, а к началу X века
на Среднее Поволжье приходят уже сложившиеся группы. То есть это несколько периодов заселения на эту территорию, которая протекала, и шел процесс сближения и культуры, и традиций, и финно-угорские группы населения участвовали в этом процессе, потому что мы это очень хорошо наблюдаем в материальной культуре, в погребальных обрядах, когда это население в культурном плане, в традициях очень сильно находились в взаимодействии и сосуществовали. Плавильный котел получается. Да, плавильный котел, это вот и приход сюда и болгары это не один народ, я так понимаю, болгары, на момент прихода. Болгары приходят сюда именно достаточно длительный период их проникновения, и мы по письменным источникам знаем, что они состояли из нескольких племен, но политоним, политическая элита и само объединение, оно было связано с булгарами, то есть они представляли власть, которая воспринималась соседними народами и позиционировалась именно как болгары. И приход этих групп населения, оно приводит к сложению здесь политической структуры. Мы это наблюдаем при Алмуше, хотя вот известно, что его отец уже чеканил монеты здесь, на Среднем Поволжье. То есть это получается, что здесь складывается политическая структура, органы власти, система управления, экономического управления на этой территории. Это не условности, а это показатели сложной организации социальной системы, когда имеется определенная иерархия, имеется финансовая и хозяйственная структура, привязана как к денежному обращению, так и организации самого хозяйства, ремесленного, земледелия. И это население очень было многочисленно, потому что мы сразу же фиксируем всплеск поселенческой структуры. Приход этих групп, вероятнее всего, связан вот с теми сложностями, которые возникали в Подонии, в Приазовье в конце IX, начало X века. А там что были за сложности? Вопрос в этот период, в X веке, начинают печниги, происходит изменение климатических условий в регионе, климат становится теплее, засушливость, и разные группы населения осваивают новые зоны экологические. То есть, условно, корма нет, и они перекочевываются. Да, в новые территории, и это приводит к столкновению с оседлыми группами, которые проживают, те в свою малое очередь... переселение народов, условно, да, и вероятнее всего, да, потянуло. Да. Мы очень много элементов материальной культуры близко наблюдаем именно в Приазовье, которые в последующем появятся здесь, вот эпохи, то есть много элементов именно из Подонии, из Приазовья. И там было население уже мусульманизировано, и погребальный обряд мусульманский на этой территории отмечается. И, в Приазовье? Да, то есть там... Да, где-то на рубеже 9-10 века, то есть на рубеже в 9 веке происходит мусульманизация. И уже когда сюда в 9-10 веке болгары приходят, это было мусульманизированное население. Да, а кто эти чудесные люди? Они же кочевники, где-то на периферии исламского мира? Нет, это у них города в Подонии. Нет, у них города в Подонии были. И здесь на городские памятники, поселения, городища. Это на территории Украины, получается? Да, на территории Украины, Донецка, около Донецка, Харькова, Донецка. Да, там есть поселенческая структура, которая... То есть насколько серьезно крупные города на территории Украины? Несколько десятков, под сотню гектаров крупные города с ремеслом, с производством своим. По материальной культуре они очень похожи на то, что мы здесь будем наблюдать в начале X века. А население сколько приблизительно в этих городах? Трудно сказать. Этот материал, он в таком сейчас в научном плане осмысления находится, вот идет накопление этого материала. Это около десятка городов, который там существовал. Но мы фиксируем... Киев это болгарский город? В Киеве там другая материальная культура, она не связана с салтовскими традициями. То, что вот я говорю около Донецка, там Северного Донца, там другая материальная. Они находились очень близко между собой, у них было взаимодействие, но это другая культурная традиция, связанная со славянскими иными традициями, которые там. Киев, там очень много и взаимовлияния элементов этого региона, она есть и пограничные, где есть сближение, взаимодействие. Мы наблюдаем
присутствие элементов материальной культуры, хотя надо отметить, что они имели достаточно устойчивый, самодостаточный характер, то есть это такая пограничная лесостепной, лесной зоны, где вот эти культурные традиции сосуществовали. А здесь вот оно... То есть в 10 веке приходит учить Печени и уничтожая эти города, и население уходит дальше. Да, наверх, когда да? Святослав уже начинал движение, значительная часть да, уже находилась в упадке, то есть города потерпели достаточно серьезный урон, потому что коллеги фиксируют в этих городах прикопанные, непогребенные останки, то есть катастрофический какой-то именно характер гибели, да, то есть города претерпели достаточно серьезные разрушения, и это относится вот где-то к первой половине X века, и когда здесь появляется городская культура, вот в этот период, то есть они переживают там достаточно трагические, драматические обстоятельства, и в последующем они там не продолжат свое развитие на Северном Донце, оставят, да, они уходят на Северный Кавказ и в Поволжье. Потому что на Северном Кавказе, вот наш коллега Савенко, он в Пятигорске этими вопросами занимался, он тоже фиксирует появление в X веке новых групп, и тоже у них присутствует обряд мусульманский захоронения, то есть вот эти моменты, они... Это карачаево-балкарцы? Ну, Ставропольский край, вот, там вот этот Северный Кавказ, приток, там, конечно, население было, но появление новых групп населения тоже на этой территории отмечается, и мы отмечаем то, что есть очень серьезный пласт приоралия в этих группах, уже на Северном Донце, то есть, вероятнее всего, какие-то пласты вот этого тюркского, агузского мира тоже могли участвовать в культурогенезе вот, приоральские, потому что есть элементы материальной культуры, которые связаны с более восточными территориями, и мы на территории Волжской Болгарии тоже фиксируем те же элементы, уходящие вот на, скажем так, приоралия, вот на эту территорию, где складывалась специфичная материальная культура, и она здесь очень хорошо у нас представлена. То есть, получается, Волжская Болгария, ну, спасибо как бы и возрождению древнего городища, в принципе, Болгара хорошо изучена, да? Там вот я видел книгу, там болгарская цивилизация. Но все, если как бы тут объективно смотреть, это, наверное, какая-то периферия городского цивилизационного мира, или все-таки это что-то уникальное? Нет, это бесспорно уникальное. Она, конечно, не находилась в центре, но оно было достаточно высоко развитым. Это мы видим и по уровням технологий, которые применялись, и металлообработки, достаточно развитая форма. Мы наблюдаем в технологиях обработки и сельского хозяйства, когда появляются новые орудия, которые сложные и очень металлоемкие, что предполагает развитие металлургии. Это очень важный элемент развития. И мы отмечаем сложную структуру организации самого социума, где существует и денежное обращение, есть крупные ремесленные центры, то есть это не личное какое-то индивидуальное производство, а крупные районы. Фабричные, условно, да? Близко, да, то есть происходила концентрация определенных групп ремесленников, то есть происходит специализация не просто как для домашнего потребления, а на продажу, то есть именно вот на это, да, то есть этот момент мы хорошо отмечаем, фиксируется очень развита здесь и архитектура, домостроительство, архитектура, то есть этот показатель тоже связан с сложной структурой общества, потому что это формирование крупного прибавочного продукта для выделения средств и ресурсов для формирования подобных вот архитектурных объектов, сооружений и организации сообщества для сооружения тех или иных объектов. При этом мы отмечаем то, что это все находилось в очень тесном симбиозе, то есть здесь продуцировалась общекультурная традиция, привязанная к мусульманскому миру. Мы это отмечаем не только вот в проявлениях материальной культуры, да, там письменная культура, оставшиеся тексты и здания, там, имеющие аналоги. Мы это фиксируем и в том, что ученость, знание становится частью этой культуры, это представлено в сохранившихся именах
ученых, Аль-Булгари, Аль-Саксини, которые были привязаны к этой территории. И, то есть, если как бы периферия, то востребованность и признание на территории цивилизации не могла бы всегда находить отражение. Но мы это отмечаем, то, что это было частью этого мира, неотъемлемой, конечно, удаленной от многих центров, но оно развивалось и создавало и материальную культуру, и духовную культуру, которая воспринималась в целом этим миром, этим сообществом того времени. Но все закончилось в 1236 году. Ну, в 236 не закончилось, потому что вопрос связан с периодом трагических событий, конфликта, который возник в рамках противостояния различных государственных образований, но в целом культурная традиция, мы видим, опять же, преемственность, сохранение, появление новых определенных элементов, новаций. Это, безусловно, было связано с притоком новых групп населения. Но основная масса населения, и по материальной культуре это опять же видно, сохранялось местное, то есть оно здесь складывалось, формировалось. То есть не произошло тотальное там... Тотального нет, но в любом случае новые вливания, они тоже, мы это хорошо фиксируем. А кто пришел? Здесь отмечаются появление кочевых групп, вот, тюркского, вероятнее всего, происхождения, потому что по погребальному, прям по другим материалам, они очень близки к половецкой, к кыпчакам, то есть, вероятнее всего, их группы сюда проникали, был симбиоз, мы видим это в домостроительстве, изменение, появление новых форм отопления в домах, то есть это южные традиции, то есть какая-то группа со своим опытом домостроительства здесь появляется, они его используют здесь, эти моменты тоже хорошо фиксируются. То есть там печь и были? Канная система отопления, канная система с Уфой. Вот это оно появляется, если раньше это были каменки или глинобитные печи, то появляется новая система отопления домашняя в домостроительстве. Это теплый полы, что ли? Ну, суфа. Ну, как теплый пол, суфа, это пол-то он не отапливается, а суфа, то есть это лежанка, отапливаемая, через которую проходит воздух, и тем самым формируется теплое отопление внутреннего пространства помещения. Поэтому здесь мы как раз это и видим, все эти инновации. Никогда не было закрытых культур, которые бы не воспринимались бы, не изменялись бы. То есть шел процесс развития, конечно, мы при этом отмечаем и близость этих культур и традиций, они были связаны с тюркским миром, они не всегда, может, были сильно мусульманизированы, все одинаковой степени. Мы эти отличия выделяются, они фиксируются, но то, что в основе это было население, связано с ремесленной культурой, с земледелием, и складывалась развитая городская культура, и многие города после тех трагических событий, вот, взять их, но они восстанавливаются и восстанавливаются очень быстро, то есть тоже показатель, что в основной части населения в любом случае здесь оставался, оно было привязано. И города восстанавливаются там, где они были. Конечно, в период Золотой Орды происходит мощный подъем экономики, демографический подъем, развитие хозяйства, мы это очень хорошо наблюдаем в разных ее территориях, и это оказывает влияние на подъем и русских княжеств, рост численности населения, то есть это был процесс взаимного такого вот периода, особенно к началу, в первой половине XIV века, вот до этих процессов, и мы отмечаем появление многочисленных десятков крупных поселений на территории Поволжья, и фиксируем демографический рост в целом, появляются крупные поселения. А кто вот эти города основал? Азиатское население или булгарское как-то принимало участие? Здесь, я думаю, происходил симбиоз, потому что город он был привязан к администрации и к управлению, и при этом надо отметить, что у города в ремесленной части привлекались разные мастера, потому что мы видим появление разных технологий вот, в обеспечении определенных нужд, традиций. У нас здесь в Среднем Поволжье доминировала местные традиции, которые еще в период Волжской Болгарии сформировались. В Нижнем Поволжье мы отмечаем
сложный симбиоз культурных традиций, который там происходит. Там очень сильное присутствие и мордовских элементов, русских культурных традиций, приоральских элементов. Я не говорю, что они доминируют. Да, то есть заселение происходит да, как бы из подвластного населения. Да, да, то есть оно переселялось или его переселяли. Разные могут быть обстоятельства, потому что не всегда только одно принуждение. И мы отмечаем присутствие крупных производственных центров и отмечаем многоконфессиональность этих поселений. Фиксируется как предоминирующее мусульманское население, фиксируются и другие элементы, отображающие поликонфессиональные традиции. Ну, даже там по папам видно, что присылают там монахов. Да. Мы это очень хорошо видно, что оно было и существовала вот такой сложной агломерации при, конечно, еще раз повторяю, доминировании вот местных групп населения, потому что здесь, когда исследуются могильники, они дают объективный материал, да? Да, показывают, что там мусульманское в основном население похоронено. Хотя мы знаем и другие конфессиональные элементы. Но доминирующее, то есть, которое умирало, оно было мусульманизировано. Это было тюркское население, потому что надгробные камни тоже показывают то, что они говорили на кыпчакском языке, и здесь есть такие вот моменты. И, конечно, есть другие формы написания, там связаны, видимо, с особенностями традиции письменной культуры, то, что мы отмечаем особенно в ранний золотоордынский период, в культуре Среднего Поволжья присутствие булгарском письме. Но так или иначе складывается вот такая основа культурная, городская, привязанная к устойчивым определенным традициям, формам и технологической градостроительной культуре на этой территории. А исчезает она вместе с падением, видимо, с Нет, она затухает долго, но затухает и, в принципе, уже к XVI веку находится уже в нескольких только центрах, то есть вот того масштаба поселенческого мы уже не отмечаем. То есть происходит отток основного населения, оно концентрируется в нескольких центрах, то, что остается после. Там ведь накладывается еще очень серьезно чума, она очень, в основном, в любом случае, урон находится у чумы там, где население концентрируется, а концентрируется она в городах. И, соответственно, жертвы, которые были связаны с эпидемией, они очень серьезный урон нанесли именно городскому населению, потому что оно жило компактно, близко, и там, конечно, где люди живут плотно, компактно, эпидемия распространяется и наносит наиболее... То есть высокая урбанизация сыграла злую шутку, да? Да. То есть это вроде бы с одной стороны культура и возможность более... А с другой стороны это в таких ситуациях... Пришел какой-то апокалипсис случился, по сути. Да. И тем более это было несколько волн чумы, она несколько раз накатывала, и городское население от этого наиболее сильно пострадало. И у нас могильники тоже показывают, исследования последние чумы показывают, что достаточно многочисленные среди этого периода, так скажем, XIV века, среди захоронений имеются именно чумные захоронения. А чем отличается? Ничем, в том-то и дело, когда берут образцы, оказываются чумные. То есть в плане того, что даже когда исследователь не знает, но образец дает чуму, именно в захоронениях этого времени. То есть понятно, что... Это не опасно? У нее есть свой период, это сейчас уже исследуется только путем секвенирования остатки генома, цепочка воссоздается, то есть уже вирусов, болезни нет, это его те остатки, следы, по которым геном восстанавливается или воссоздается. И по ним уже там бывает несколько цепочек, которые аналитически выстраивается связь. Сам вирус, у него период где-то, по-моему, если не ошибаюсь, около 150-200 лет, потом он уже погибает. Поэтому у городской культуры исчезновения, точнее не исчезновения, а такого свертывания резкого, несколько обстоятельств накладывалось. И одно из них, конечно, связано с
дестабилизации, которая в это время происходит, это изменения климатические, пандемия и Климат теплее стало или прохладнее. Наоборот, холоднее. Да, То есть да, мало ледниковый период? Да, 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 да. Он мало ледниковый чуть-чуть поздно, но похолодание начинается чуть-чуть раньше. В этот же период, где-то в 13 веке, начинается трансгрессия Каспия, подъем воды, дельтовая зона тоже подтопляется, где-то вот, да, многие города становятся затопленными. То есть вот в этот период накладывается много. И плюс это приводит к внутренней дестабилизации противостояния внутриполитического, то, что также не приводило к устойчивому форму. И плюс внешние угрозы возрастают. Противостояние с соседями, один из наиболее крупных, это, конечно, поход Тимерлана, вот, который тоже наносит свой... А следы есть, находятся? Фиксируется в этот период разрушений, но трудно объяснить, связано это с походом Тимерлана или внутренними конфликтами. Междоусобицами. Да, да. Погребения такие вот, где сброшены люди, братские могилы, они есть на памятниках этого времени. Но с чем это вызвано, к сожалению, трудно. А на территории, бывшей территории Болгарии есть такие памятники? В самом Болгаре есть несколько, тоже есть несколько таких захоронений. То есть там, видимо, нашествие? Трудно сказать, внутренний конфликт или нашествие. Это может быть, это разные вообще события разного времени. Но то, что в этот период, вот где-то 60-е, 90-е годы здесь происходит ухудшение внутриполитической и усиление борьбы элит, мы это фиксируем. То есть вот такие появления. Они относятся к после 60-х годов. Вот после этого времени имеются вот подобные захоронения, вот это вот противостояние, противоборство, они достаточно представлены на памятнике в виде подобных захоронений. Известно, археология это считается одной из самых объективных исторических дисциплин. И исходя вот из этого, у нас учили, что там была Волжская Болгария, потом Золотая Орда, то есть потом Золотоордынское ханство и Российская империя. И вот было такое вот линейное развитие, и каждого, то есть татары, они появились по этой схеме. То есть, укладывается сейчас современная наука, как на это смотрит? Нет, безусловно, тюркский мир по Волжье, он имеет устойчивый характер, и, безусловно, истоки татар, они связаны с процессом освоения и заселения и развития тюркского мира в Урал-Поволжье в целом. То есть это процесс длившийся, и сложение татар, оно имеет период своего формирования, начиная с раннего Средневековья, с эпохи тюркских каганатов. Мы эти элементы проникновения сюда восточных групп отмечаем, и в последующем он был связан с процессом включения сюда разных групп, не только там с востока, но и южной, и, как я говорил, и западной территории, из Северного Донца, из Подонья. То есть процесс, связанный с формированием татар Среднего Поволжья, он носит устойчивый и объективный характер в течение нескольких тысячелетий, то есть столетий, где-то около 1500 лет, и в целом это процесс освоения степной, лесостепной зоны этой территории, взаимодействие с финно-угорскими группами, которые тоже включались в общий процесс генезиса и татарского населения в этом регионе. Соответственно, говоря о последовательности политических систем, то, что вы сказали, да, в них это мы видим. И, естественно, мы видим сложный процесс консолидации, наложения различных пластов культур, практик, опыта, но при этом мы отмечаем и устойчивые элементы, которые мы видим и в культуре. Это
симбиоз оседлого и кочевого мира, выраженный в городской культуре, ремесле и земледелии. То есть это было в сочетании. И То есть все 1500 лет наблюдается? Да, наблюдается сосуществование вот таких форм организации хозяйства. Вот. И мы это видим на этой территории, и это мы видим и в культуре татар, где есть мясное производство конины, и в то же время есть чугунные котлы, которые они отливали. То есть это вот показатель развития и ремесленной культуры, это показатель и... То есть кочевой мир и оседлый. Да, да, и они, да, они это особенно своеобразие хозяйственного уклада, это высокоразвитое земледелие у татар, это вот тоже как бы показатель, который мы отмечаем достаточно рано уже, мы фиксируем вот земледельческое вот присутствие здесь, развитие земледельческих форм уже к X веку, то есть это показатель тоже на Среднем Поволжье, а вероятнее всего она складывается в более ранний период вот на Приазовье, в Северном Кавказе, где было предшествующая традиция земледельческая, и на этом опыте они уже сюда в сложившемся виде пришли, и мы не видим здесь фазы становления, формирования и расцвета. То есть мы видим сложившуюся культурную... То есть уже с готовой технологией. С готовой технологией, и она устойчивая, она сохраняется терминологически. Сабан, одно из терминов, которые земледельческих, которые находят отражение, и много других земледельческих традиций, которые и эти орудия мы фиксируем с раннего периода формирования земледелия на этой территории. Здесь и многие элементы ремесленной культуры, это и кожевенное производство, это и терминологии, связанные с обработкой кожи, мы это тоже отмечаем. И они достаточно устойчивы во все периоды, имеют свое отражение. И, конечно же, это и военное дело, военная организация, военная структура, служилые татары и в предшествующие периоды, и в более ранние мы отмечаем высокую степень военной вовлеченности населения, его подготовленности и способности защищать свою территорию. Это тоже один из таких моментов, который достаточно устойчив и показательный. Там огнестрельное оружие, наверное? Огнестрельное оружие появляется в период Золотой Орды, но и в более ранние периоды мы отмечаем высокий уровень развития военного дела и связанного с вооружением, его разнообразием и владением, умением использовать ее в той назначении, которое обеспечивало превосходство и, соответственно, безопасность этой территории от угроз, которые возникали. Конечно, не всегда это спасало, но в любом случае мы устойчивость этой традиции тоже хорошо отмечаем. А вот события, которые уже после падения Казани произошли, там, ну, как-то в археологии изучают, татарстанская археология сегодня? Да, безусловно, у нас очень много работы в этом направлении проводится. Это вопросы изучения поселенческой структуры, трансформации, развития. Вот это на территории Нижегородской области, на территории Татарстана, Чувашии, Ульяновской области. Потому что к XVI веку степная зона сильно отодвигает, и большинство поселений уходит в лесную зону, и мы фиксируем только на этом берегу большую часть. То есть за Каму переселяется? Да, большинство. Хотя есть отдельно немногочисленные поселения на том берегу, но это очень незначительно и привязано в основном к крупным историческим поселениям, которые там существовали. Это рядом с Беляром, например, рядом с Болгаром. Мы это как святыня. Да. Вот мы в этих районах отмечаем. А так происходит очень сильное сокращение, практически полное отсутствие единичной вырубки. То есть кочевой мир вытесняет. Да. И вот эти памятники, они становятся объектом наших исследований, безусловно, интереса. И вот мы в Арском районе, в Заказании в этом плане работу ведем. Там есть ряд памятников, относящихся. Мы фиксируем и изменения в материальной культуре, трансформации. Работаем в этом плане и с марийскими коллегами очень плотно взаимодействие по изучению развития, потому что в любом случае было очень близкие культурные. На территории Чуваши очень интересно есть наблюдение, работа. У нас вот в Казани рядом такой памятник Тарлыши, тоже относящийся к периоду Казанского ханства, и в последующем оно продолжало существовать как загородная резиденция, но уже казанских архиереев. Но в любом случае мы эту тему рассматриваем и исследуем уже в контексте и с новыми группами населения, которые сюда приходили
с территории русских княжеств, эти группы населения. Есть очень интересные наблюдения, вот, которые переживал регион в этот период, включение общероссийское культурное пространство, сложение единой материальной культуры, близкой. Конечно, мы при этом отмечаем и сохранение традиций духовного мира, то есть религиозное, конфессиональное отличие. Это тоже как бы достаточно ярко и полно видно в ходе вот исследований подобных памятников. Конечно, эта тема, она складывается недавно, но в любом случае это объект целенаправленных и приоритетов в изучении. То есть, получается, ну, колонизация пошла вверх, да, в заказании, то есть как бы… Ну, там, да, поселенческая структура уже в период Казанского ханства в основном складывается в Заказании, потому что лесостепная зона на том берегу Камы, она оказывается в зоне противостояния с кочевыми группами, которые на этой территории. Поэтому там население небольшие, чуть больше, но сохраняется в Предволжье, это где Тютюш, Буинск, там фиксируется ряд поселений, относящихся к этому времени, но тоже их численность немногочисленная, если смотреть относительно даже золотоордынского или домонгольского времени, происходит сокращение, несколько десятков поселений только остается в Предволжье. Вот. Они тоже объект наших вот исследований, работ, выявления, локализации. Конечно, я еще раз повторяю, мы фиксируем резкую смену материальной культуры, и в территории включается вот общероссийское пространство. Это смена, полная смена в материальную культуру. Население оно остается в этнокультурном, конфессиональном отношении тем же, которое было, но в материальной культуре, например, в посуде, в бытовой, приезжают новые гончары, начинаются новые изготовления, меняется традиция. Мы наблюдаем, ну, это и в предметах быта, ткани, еще что-то. Это все происходит формирование нового общей культуры. То есть российская там, экономика Московского царства начинает, то есть получает новый рынок. Новый рынок развития, и здесь и продукция, и все остальное, конечно. Местное население было вовлечено в этот процесс, оно занималось своим, это было земледелие, связанное с традиционной культурой. В городах поселенческая структура тоже, к сожалению, резко сокращается, только в Казани сохраняется небольшая группа городского населения. Татарское. Да, татарское. Да. В остальных оно присутствует, но не такое многочисленное, и часто это бывает служилое татарское население, привязанное к несению общегосударственных уже функций и вписанное, опять же, в административную структуру российского государства, ее систему управления. Поэтому… А 17 век, это, я так понимаю, уже население, отток начинается и за Каму, и на территории Башкирии. Да, здесь в 17 веке, после смуты, со стабилизацией государства, уже происходит движение на юг и восток, и при этом надо отметить, что начавшееся строительство в 50-е и 60-е годы засеченных линий приводит к тому, что засеченные линии сдвигаются на юг. И в процессе их создания и обеспечения их безопасности очень активно принимает участие и татарское население. Мы отмечаем и присутствие увеличения числа многочисленного татарского населения, служилого татарского населения. Нет этого именно поселения. Мы это поселение в названиях, в этих вопросах, поэтому перед Камей вот эти вот немногочисленные население, которое осталось, оно начинает включаться в общую систему, и возникает новая структура и татарского населения в регионе, и число поселений увеличивается, и вот эти вот единичные несколько десятков поселений Предволжья, Предкамья и южнее, которые были, численность их растет за счет притока новых групп населения, связанных с формированием служилого населения, привязанного к не только строительству, но и обеспечению безопасности. После засеченных линий там спокойнее становится, видимо, в целом начинается заселение. И спокойнее, и требуется обеспечение их безопасности. То есть татарское население, оно занималось как земледельческим, так и при этом участвовало в защите рубежей засеченных линий. То есть оно было частью военной
присутствия и обеспечения безопасности. А на территории Башкирии как движение началось? Это вот единый процесс. Вот единый, да? Единый процесс. То есть освоение вот бывших территорий Казанского ханства? Ну, там тоже жило, там после падения Казанского ханства еще до засеченных линий тоже происходит отток на восток. Вот на территории Башкирии но это предмет отдельного исследования, требующий более целенаправленной работы, потому что мы отмечаем, что в 15-16 веке там имеется достаточно развитая поселенческая структура, вероятнее всего с достаточно хорошо развитыми в экономическом отношении группами населения. Это связано с присутствием и погребальных комплексов, мавзолеев на этой территории. Но это не являлось до этого объектом целенаправленности. Мы планируем в ближайшие годы одну из тем изучения восточных районов, Восточного Приуралия. С коллегами из Башкирии уже работаете? Да. У нас есть взаимодействие, мы пока вырабатываем подходы, потому что просто так перейти с исследовательских тем, которые сейчас есть, да, то есть нужно подготовиться, познакомиться с письменными источниками, с материалами картографирования памятников и в последующем уже выстраивать полевые работы. А в Башкирии не проводятся полевые исследования? С нашей стороны нет. Они сами с их стороны есть отдельные публикации, но они носят разовый такой характер. Есть отдельные работы и по мавзолеям, есть отдельные работы по острожным объектам, связанным с засеченными линиями. Здесь, конечно, хотелось бы взаимодействовать и выходить на общие исследовательские какие-то проекты по изучению этой проблемы, связанные с поздним средневековьем, относящимся к периоду 16, 15, 16, 17 веков, потому что уже в период, особенно второй половины 15 века, это плохо представлено именно с точки зрения археологии. Ну и письменные источники тоже, к сожалению, тоже не так многочисленны, поэтому требуется здесь особая подготовка, внимание и взаимодействие специалистов этих территорий по изучению. А по Уфе тоже не было исследований, не изучали? Нет, по Уфе работы проводились, там исследовался Уфа-2 очень, и прилегающие территории. По Уфе есть замечательные и своды археологических памятников, показывающие как и древний, так и средневековый период развития этого памятника. Ну, конечно, Уфа-2 это один из наиболее интересных и ярких, и хорошо исследованных памятников, требующих, конечно, полноценной, более развернутой публикации материалов, потому что памятник очень интересный, яркий и играющий очень важную роль в понимании общих процессов, которые здесь протекали в середине первого тысячелетия нашей эры, и поэтому, тем более, это были взаимосвязанные процессы, вовлеченные, близкие территории, они имели общие истоки, традиции, корни и являлись для того времени общим пространством территории генезиса тюркского населения на территории Урала и Поволжья. Ну, то есть до русского города там были эти поселения уже, да? Поселения были, вопросы преемственности и устойчивости, то есть как оно связано с тем населением и тем городской культурой, которая там сложилась, это, наверное, и предмет, который будут представлены в публикациях, в исследованиях, потому что это материалы у коллег предварительно имелись, но полноценно к этому надо вернуться и для понимания генезиса этой поселенческой структуры, которая была на территории Уфы с древнейших этих периодов до формирования ее городской культуры. Вопросы континента или дискрета этого поселенческой структуры – это вопрос научных исследований, и в публикациях они, наверное, будут рассмотрены и показаны. А в завершении, просто увидел у вас на сайте, есть проект у вас «Атласа культуры татарского народа». Не могли бы об этом проекте немножко рассказать? Да, у нас Академия наук Республики Татарстан был инициирован
межинститутский гуманитарный такой проект, привязанный к вопросам, относящимся к взаимодействию разных институтов по интеграции знаний в пространственные базы данных. И на графовой основе была создана платформа программная, позволяющая создавать базы данных, интегрированные на современную картографическую основу. Ну, не только современную, там нанесены, адаптированы и картографические материалы архивные, касающиеся Среднего Поволжья, Приуралья, и вносятся материалы, связанные с пространственной локализацией по археологии, по фольклористике, по топонимии. Условно можно найти, там, где этот могильник находится, да? Да, можно выбрать могильники, например, 15 века и увидеть, как они локализуются на территории Среднего Поволжья, их география, концентрация, территория распространения по уровню сегодняшних знаний. Вот. То же самое, какие говоры, языки, где распространены. Сейчас вот как раз идет работа по диалектологии. Мы с коллегами вносим сейчас данные, и в ближайшее время можно будет вот посмотреть особенности развития этих вопросов. Идет работа по фольклору, тоже ввод данных, накопление. Внесены сейчас почти половина населенных пунктов Татарстана с объектами культуры, культурного наследия, личностями. Это совместно с Институтом энциклопедии. Работа тоже на завершении. В этом году все населенные пункты Татарстана будут отображены. Есть и дальнейшие планы, и вот работы, привязанные к публикации, вводу. Портал он открытый, то есть это широкая общественность, люди, интересующиеся новыми материалами, могут заходить и вот знакомиться с академическими материалами, данными по различным аспектам гуманитарных знаний, гуманитарной науки. Спасибо большое. Спасибо.